Это канализационные стоки. Запах невозможный. То есть в квартирах жарко, на улице жарко, а люди не могут даже ночью открыть окна. Это видеообращение от одной из жительниц 43-го дома Гамурзиева, улица Магистральная, поступило к нам в редакцию. Девушка наглядно показывает и рассказывает, в каких условиях вынуждены жить десятки семей многоквартирного дома. Переполненные мусорные баки и канализационные ямы прямо во дворе. Полная антисанитария, невозможный запах, который просачивается даже сквозь наглухо закрытые окна и двери. На самом деле свежий воздух для нас уже давно роскошь, поэтому единственная возможность, как создать приятные комфортные условия для ребенка, это увлажнитель для воздуха, потому что окна я открыть не могу, постоянно запах канализации, и сегодня этот запах более-менее утих только потому, что перед вашим приездом соответствующие органы выкачали воду. Но проблема на этом не решается, потому что буквально 2-3 дня все по новой заполнится. Семья Султыговых живет в этом доме уже 1,5 года. У них маленький ребенок, и о том, чтобы прогуляться с ним во дворе, говорит Зарема, и речи быть не может. Жители не раз обращались в местную администрацию. Единственное, чего удалось добиться, чтобы выкачали содержимое канализационных колодцев. Разовое спасение от проблемы, и причины ее пока никто не торопится решать раз и навсегда. Я ходил к самому начальнику администрации, он мне говорит, что вопрос будет решен последний раз, к тому же он не решил вопрос, что нету финансирования, что бы ты ни делал, решайте вопрос сами. Мы решали вопрос, платили, вызывали, не получается как-то самим. И все бы ничего, но канализационные стоки могут стать очагом развития инфекционных заболеваний. Этого жильцы дома боятся больше всего, переживают за детей. Наши дети купаются вот в этой грязи. Вся вода дождевая, что стекает по Бакинской трассе, и вот с этих домов именно вся затекает в этот подвал. Проблема с отходами стала благодатью для новых незваных жителей дома. Крыс, они обитают в подвале. То, что животные агрессивные, жильцы уже убедились на личном примере. Грызун укусил маленькую девочку по соседству. Ее тогда даже пришлось госпитализировать. Вода стоит. Да. Это же новый дом, это же позор прямо. Разрушать то, что построено. Это же какая бесхозяйственность. Но это не единственная проблема жильцов. Это вот мусорная часть. Картина с горой скопившегося мусора здесь привычна. И это при том, что многие жители исправно платят за его вывоз и имеют на руках соответствующие квитанции. Ну смотри, вот тоже апрель-май год, это 19 год. 19 год мы платили, вот 18 год другой. 18-19 год, когда мы за мусор платили. В местной администрации ссылаются на инженерные ошибки при строительстве зданий. Решить проблему они не могут, если только устранить ее последствия, чем они и занялись до приезда съемочной группы. Мы будем изучать вопрос, мы создадим здесь управляющую компанию, соответственно, по 161 жилищному кодексу, кстати, мы распределим все обязанности, и мы этот вопрос решим. Но ждать решения жители уже не собираются. Сами назначили встречу с заместителем главы города Назрань. Проблему в администрации выслушали, но ставить точку в этом вопросе пока никто не берется. Как отметили здесь, ответственность за чистоту в этом районе несет Ингуш-Регион-Водоканал. Надо просто содержать его, обслуживать в должном порядке. То есть так, чтобы обслуживать его так, чтобы она не забивалась. То есть как можно чаще прочищать, хотя бы неделю один раз. Это и называется обслуживание. Канализационные ямы, где стукаются нечистоты, и вот чтобы твердые бытовые отходы туда в трубу не поступало, его нужно обслуживать. Вот это обслуживание нужно проводить постоянно, и тут здесь никакая помощь не требуется. А так сама система, она в исправном состоянии. А кто должен обслуживать? Ингуш-Регион-Водоканал. Жильцам, в свою очередь, предлагают создать товарищество собственников жилья, назначить председателя ТСЖ, который и будет контролировать процесс решения не только коммунальных проблем, но и благоустройства двора или ремонта дома. Обещал нам сделать все возможное, входящее в обязанности администрации. Первый шаг, он сказал, сделать нам, создать ТСЖ. Мы сегодня же начнем, сделаем первый шаг для создания ТСЖ.
В администрации заверили, что берут на контроль этот вопрос, а насколько оперативно в водоканале примутся за работу, покажет время. Одно ясно – задача в решении экологических проблем остро поднимается не только на региональном уровне, но и на федеральном. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Султан Булгучев. Новости 24.